3. Сегодня у нас Булат Муратов выступает, он этногеномист, руководитель Scientific Fund National Clans, и его оппонент, известный поэт и краевед Айдар Хусаинов. Тема выступления – потомки сарматов, данные палео-ДНК. И согласно нашему формату, Булат Муратов вначале расскажет какую-то информацию, даст по этой теме, ну и дальше уже будет дискуссия. Прошу. Рад всех приветствовать. Хочу затронуть эту тему, потому что сейчас она очень актуальная. Еще раз ее напомню, это потомки сармат и на основе данных палео-ДНК. В чем актуальность этой темы? Значит, сейчас претендуют, и ранее тоже претендовали часть людей, которые считают себя потомками сарматов. Некоторые считают себя их потомками по письменным источникам, другие по исследованиям ученых, историков или археологов. Ну и сейчас мы рассмотрим эту тему более шире, включая данные палео-ДНК. Небольшая ремарка, кто такие сарматы. Сарматы – это народ, который жил на стыке тысячелетий, в конце первого тысячелетия до нашей эры, в начале нашей эры. И со временем этот народ исчез, и в настоящее время часть народов считает себя их потомками. Рассмотрим все эти положения. По историографии этого вопроса изначально себя потомками сарматов считали славяне. Существует очень широкая литература на этот счет. Вот. Существуют карты, где, допустим, сарматы указаны не только около Южного Урала, но и, допустим, на территории Прибалтики. И либо даже на границе с Германией. Вот. Хочу сразу рассказать, небольшое отступление сделать. Ученые вообще считают, что изначально сарматы жили к востоку от реки Дон, ближе к Южному Уралу. Им соответствовала прохоровская археологическая культура. Это, по мнению ученых, это и есть сарматская культура. Потом в средние века был очень распространен так называемый польский сарматизм, когда элита поляков, жители Польши считали себя, в отличие от простого народами, потомками сармат. Это утверждение не было основано на каких-то голословных фактах. Дело в том, что действительно поляки, и не только они, у них есть среди них потомки сармат. Ну и уже начиная с нашей эры, сарматы как народ потихоньку сходят с исторической арены, их сменяют аланы, потом алан сменяют готы, гуны и так далее. Это я небольшое отступление сделал историческое. Касаемо изучения сармат и их потомков в 20 веке, сначала часть ученых считала их тюрками, потом закрепилась точка зрения Василия Абаева, осетинского исследователя, который считал их иранцами по языку, наследниками скифов, и их потомками сармат частично считал аланов. Тоже относил их по языку к иранским кочевникам. Теперь же, вот исходя из всех этих данных, кого же мы можем считать потомками сармат? То есть, какие у нас данные есть? Во-первых, у нас есть карты средневековые, да, то есть указанные не только, в новое время, ну, допустим, карта Птолемея и так далее, где сарматы указываются как на территории к востоку от Дона, так и, допустим, на территории Балтики, где сейчас живут прусы. Жили, вернее, прусы, сейчас этого народа нету. Вот. Значит, потом у нас есть данные археологии,
И есть, наконец-таки, помимо исследований историков, данные генетики и антропологии. Так вот, значит, если считать, помимо тех карт, которые указаны, значит, у Птолемея, у различных картографов европейских, где Сарматия показывалась на территории Балтики или либо к востоку от Дона, то действительно может сложиться впечатление, что сарматы – это потомки, или вернее даже не потомки, а предшественники славян. И даже такие крупные исследователи, как Татищев, живший в XVII веке, также полагали, что сарматы имеют прямое отношение к славянам. Этой же точки зрения придерживался Ломоносов, Шафарик и другие ученые. Теперь же осетинский исследователь Василий Абаев, ну, на мой взгляд, достаточно на хорошем материале представил факты, что сарматы являлись иранскими кочевниками, туранскими, иранскими. Значит, и получается, что сейчас нам показывают данные палео-ДНК. Дело вот в чем. Кого считать по археологии сарматами? Если вы хорошо знаете археологическую карту современной Евразии начала нашей эры и конца первого тысячелетия до нашей эры, то с сарматами связывают так называемую прохоровскую культуру. Напомню, что в этой культуре очень много оружия находят. То есть, если мы сейчас не будем соглашаться с мнением ученых, что это сарматы, а просто будем рассматривать их как прохоровцев, то этой культуре характерно, значит, высокий коэффициент оружия, захоронение с конем. По всяким археологическим признакам она является наследницей срубно-лакурских племен. Это культуры бронзового века, которые исследователями сопоставляются с индоиранскими племенами, в том числе, ну вообще с индоевропейскими. И получается, что вот если вы знаете, допустим, из каких-то средств массовой информации, допустим, Филипповские курганы, очень знаменитые, где было найдено золото, и в мире это вообще коллекция известна как золото сарматов. Филипповский курган находится в Оренбургской области. В целом ученые сопоставляют это именно с сарматскими племенами, именно эту культуру, потому что археологические признаки, которые есть в этой культуре, они соответствуют тем описаниям античных авторов, которые мы сейчас находим, о сарматах, которые мы сейчас находим именно у представителей этой культуры. То есть, я хочу сейчас как бы подчеркнуть этот момент, то есть, есть как бы мои оппоненты, к сожалению, я не могу всех пригласить, тема вообще очень обширная, вот я только смог пригласить Айдара Хусаинова, когда у нас пойдет после монолога дискуссия, я обязательно его контрдоводы выслушаю. Суть в том, что когда эта культура вот, прохоровская существовала, она плавно перешла потом в культуры эпохи Великого переселения народов. И самый главный аспект, что же нам говорят данные палео-ДНК. Тем, кто не знаком с этим термином, это такие данные, которые берутся из останков курганов. Там берутся костные останки, из них выделяется ДНК, и по ним устанавливается, кто лежит в этих курганах и чьими они предками являются. Потому что у современных людей тоже берут ДНК. Если есть какая-то прямая преемственность, то можно установить непосредственно ваших предков. Так вот, так называемая прохоровская культура, сарматское, второе ее название, при тестировании данных палео-ДНК, это такие могильники, как Тимясово, Черный Яр. Там... Тимясово это где? Вот, это Тимясово, это Баймакский район. Это прям там, да? Да. Очень интересно. Значит, там
значит, линии, такие, так называемые в этногеномике, как R1Z93. Вообще, сразу хочу подчеркнуть, то есть эта линия R1Z93 широко представлена у индоиранских народов и у потомков индоиранцев среди других народов мира. Допустим, у тюрков эта линия тоже есть. Но тюрки, носители линии R1Z93, являются в прямом смысле потомками тех самых индоиранцев, то есть скифов, сармат и так далее. У меня как бы есть тюркские оппоненты, люди, которые считают изначально скифов и сармат тюркоязычными племенами. Но сейчас мы пока распространяться на эту тему не будем. Потому что мне сейчас более важны славянские оппоненты, потому что они как раз считают, что сарматы – это предки славян. Так вот, носители прохоровской культуры, они обнаруживают все линии R1Z93. Причем одна линия, то есть они же там разбиваются, характерна для современных башкир, это линия Z2123. Вторая линия характерна, она встречается в настоящее время у татар, вот, но в древние времена хорошо была представлена у такого народа, как хазары, белые хазары. Сейчас этот народ исчез. И третья линия, это также есть у карачаевцев, балкарцев, эта ветка, R1Z92. И третья линия встречается у современных киргизов, тяньшаня. Вот, так, теперь же, что касается славян. Дело в том, что я уже неоднократно подчеркивал, и еще раз повторюсь, любые народы мира, а особенно кочевые народы мира, на позднем этапе это всегда союзы племен. Если брать Сарматский союз племен, который образовался к концу первого тысячелетия до нашей эры, то большая часть этих племен состояла из балтославянских племен. Но исконные сарматы изначально это же, конечно, были те самые ирано-туранские племена. И это мы видим по данным палео-ДНК. Более того, мы же не можем опираться только на одну науку, вот этногеномику. Связь сарматов с индоиранцами подтверждает еще такой древний источник, как Авеста. Те, кто знает Авесту, они прекрасно располагают такими данными, что в Авесте указывается три брата, сыновья Траитайона. Это Сайрима, Тур и Редж. Так вот, Сарима, об этом говорили многие исследователи, в частности Мачинский, Кузнецов и другие. Это литвинские, это и есть сарматы. Дело в том, что означает само слово сармат. Если его трактовать с ирано-туранских языков, сар – это голова. То есть сарматы – это главный народ, царский народ. Этот народ упоминается в том числе у Геродота под именем царских скифов. Геродот подчеркивает, что сарматы по своему происхождению связаны со скифами и с народом амазонок. То есть, по сути, сарматы, согласно Геродоту, по мужской линии скифы, по женской линии они относятся к амазонкам народу. И что мы видим? Так называемая прохоровская культура, к которой относятся сарматы, генетические линии несут абсолютно точно такие же, которые есть у их предшественников скифов. А это ветки R1Z93 и R1Z2123. Поэтому это сообщение Геродота, оно совпадает с данными, значит, этногеномики. Более того, оно совпадает с данными Авесты. В Авесте Сарима считается братом туранцев и иранцев. Сарим, то есть сарматы, действительно, по данным палео-ДНК и по данным современных тестирования людей, действительно генетические ветки несут абсолютно точно такие же, как потомки туранцев. Это они сейчас присутствуют у многих тюркских народов, у самих иранских народов, к примеру, у пуштунов, у белуджи. Точно такие же линии R1Z93, R1Z2123. И есть эти же линии присутствуют у персов. А персы это Иран непосредственно. Согласно Авесте, они считаются потомками Иреджа, младшего сына Траитайона. У них абсолютно точно такие же линии. R1Z93, R1Z2123 и так далее. То есть у нас есть тройное совпадение. Значит,
данные палео-ДНК, данные этногеномики современных народов, письменные источники совпадают. Что касается славянской версии, что сарматы являются предками славян. Дело в том, что все время сталкиваемся с одним характерным противоречием. То есть, действительно, на позднем этапе Сарматский союз племен включал в себя балтославян. Причем эти балтославяне были в большинстве. И это то же самое, допустим, вот если вот вы возьмете китайскую династию Юань, эта династия, там основной язык был китайский, но создали ее монголы, эту династию. И то же самое можно сказать про Сарматский союз племен. То есть его создали сарматы, исконные сарматы, но основной язык там был балтославянский. Более того, учитывая, что индоиранские языки еще в те времена, это начало нашей эры, не очень сильно отошли от балтославянских, была довольно сильная взаимопонимаемость друг друга. То есть балтославянские языки в те времена очень были близки к санскриту. А санскрит, в свою очередь, очень, собственно, представляет собой один из вариантов древних индоиранских языков. И, соответственно, естественно, если мы берем палео-ДНК всех племен Сарматского союза, то там будут линии, которые присутствуют, скажем так, у современных потомков балтославян. Это русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, поляков. Действительно, там основные линии будут эти. Но это были другие племена. Дело в том, что к исконным сарматам относились в Сарматском союзе племен аорсы, так называемые аорсы. Они географически расположены у древних авторов на Урале, на Южном Урале. То есть они расселялись там вплоть до Дона. Вот там жили исконные сарматы. Те же самые царские скифы Геродоты, собственно, носители этнонима сармат. А все остальные племена, Роксоланы, Сираки, Языги, это вот как раз большей частью балтославянские племена. Более того, Роксоланы это, собственно, есть предки русских, потому что сами себя они называли русь-поляне, а Роксоланы это греческая форма от туранской формы, потому что туранцы, сарматы исконные, их называли русаланы, то есть светлые аланы. Аланы это с тюркских языков до сих пор переводится как поле. Поле, поэтому русское их название поляне. Ялан, поле. Да, по-башкирски ялан, да. Древняя форма алан. Я сейчас закончу самый важный момент. У меня просто очень часто бывают оппоненты среди славян, которые очень ревностно относятся к тому, кого считать сарматами, потому что они очень часто сами себя считают сарматами. И для них довольно-таки эти данные не совсем вписываются в их представление, ну то есть у них есть карты какие-то древние, а тут выясняется, что данные палео-ДНК ну, никак не совпадают с ними. Вот для них я сейчас как раз и говорю определенные вещи. Допустим, на их аргумент, к сожалению, у меня сейчас нет ни одного славянина, отстаивающего сарматскую теорию, но тем не менее я сейчас их аргумент выдвину. Они говорят, но почему тогда Сарматия указана у средневековых историографов на Балтике? И они прям показывают мне карты древние, там действительно Сарматия написано, и она расположена в районе Балтики, и более того, на других картах в этом же месте указаны прусы, или, допустим, Литва, такие народы. Вот сейчас я приведу просто классический контраргумент, чтобы раз и навсегда как бы эти споры закончить. Дело в том, что, несмотря на то, что вот эта линия R1 Z93, Z2123, которая связана с индоиранскими народами, ирано-туранскими, она встречается в большинстве, конечно же, у этих народов, но она также присутствует и у балтославянских народов, и более того, у германских народов. Современные люди, когда сдают ДНК-тест, допустим, вот он себя считает русским он считает, и он знает, что, допустим, если он немножко знаком с основами этногеномики, что русским характерно из линии R1 балтославянской линии. Но он сдает тест, а у него оказывается ветка R1 Z93 или 2123. То вот этот русский, конкретно берем случай,
несомненно, является потомком индоиранцев. Просто его предки на определенном этапе перешли на славянские языки, на русский и так далее. И дело в том, что вот эта линия R1A, Z93, Z21, 23, и не только это, и вообще разные субклады R1A, Z93 встречаются не только у иранских, индоиранских, туранских народов, но и у русских она есть, у белорусов есть, у украинцев, у литовцев, у прусов сейчас нет, сейчас они в составе немцев находятся. Среди немцев встречаются, шведов, вплоть до Англии. Даже в Англии они есть, в Ирландии, во Франции. Если мы вспомним историю, были так называемые сарматы короля Артура, которых приглашала Римская империя для войны с бритами. Так вот, целый пласт встречается ветки R1A, Z21, 23 Великобритании. То есть, действительно, этот след прослеживается. Поэтому мой основной аргумент, когда я на древних картах вижу название Сарматия, которое расположено в районе Балтики, это просто кочевники Южного Урала, сарматы, переселились туда и вошли в состав пруссов, вошли в состав славян и так далее, других народов древнего мира. И последнее, сейчас я закончу. Дело в том, что те, кто изучал, допустим, историю пруссов, прекрасно знают, что прусская знать, они употребляли канин и пили кумыс. Это хорошо известный факт. Более того, у них захоронение с конем существует. Те, кто хорошо знает тюркские народы мира, до сих пор этот обычай присутствует у них. Этот обычай им достался от их предков, туранцев, которые представляли как раз в том числе сармато-иранский мир, сармато-туранский. Ну и я чувствую, вот оппонент прямо рвется в бой, сейчас я закончу, 2-3 слова. Вот. И последнее, просто я завершающее скажу. То есть у нас, я еще раз подчеркиваю, есть данные палео-ДНК, нравится это кому-то, не нравится, но они есть. Я с удовольствием приму свою неправоту, если в данных палео-ДНК когда-нибудь на Урале обнаружат ветку R1A, Z283, которая характерна европейским народам, в том числе балтославянам. Поэтому на данный момент, исходя из разных фактов, я считаю, что исконные сарматы это и есть как раз линии R1A, Z93, Z21, 23, Z21, 22. Они характерны для потомков туранских, индоиранских народов, которые в том числе присутствуют среди тюрков. А все остальные племена, которые входили в Сарматский союз, исконными сарматами не являлись. Это языги, арксаланы, сираки. Языги, вот мне в свое время очень сильно помог в этом вопросе Олег Шеломицкий, есть такой краевед по происхождению, он из ятвягов. Вот. И я раньше долгое время считал, что языки это связаны как-то с адыгами. Но выслушав все его аргументы, я пришел к выводу, что он действительно прав, что языки имеют прямое отношение к ятвягам, так называемому балтскому племени. И, наверное, какая-то часть языков была связана с адыгами, потому что они расселялись географически в Приазовье в том числе. Ну и, естественно, не только в Приазовье, но и на Балтике. Я, в принципе, все закончил. Если хотите, можете возражать, бить. Может, прикольно, если я скажу? Нет, ничего не хочу сказать. Зачем я здесь сижу? Все, дискуссия. Ну, первый вопрос, с которого я хочу начать, да, потому что, мне кажется, это очень важно. Вот очень странный вопрос, да, а именно, кто такие сарматы? Вы их воспринимаете как, значит, культуру сарматов, да, некое сообщество людей, которые ведут себя неким образом, или вы их воспринимаете как какую-то породу людей, да, чисто, допустим, ну, приведу пример. Значит, существуют хомячки, да, вот существуют хомячки, которые миллионами там везде по всему миру есть. Вот, откуда они взялись? Одна семейная пара в 1904 году, если не ошибаюсь, в окрестностях Иерусалима нашла несколько забавных крыс.
это и есть хомячки. И все нынешние миллиарды хомячков по всему миру, это потомки вот этих вот, да, их можно, у них у всех можно взять там ДНК, и будет это все видно, да? Но в данном случае мы этих самых крыс с хорошим пиаром рассматриваем именно как популяцию животных. Вот, то есть чисто с материальной точки зрения. Вот когда вы говорите о сарматах, вы что имеете в виду? Вы имеете в виду человеческую культуру или вы имеете в виду популяцию? Очень хороший вопрос, спасибо. Дело вот в чем. Я сначала скажу, что я имею в виду, а потом представлю вообще точки зрения, кто, вы что скажите свою точку Да, зрения. моя точка зрения, несомненно, сарматы – это в первую очередь, я опираюсь на такое понятие, как этничность, то есть этнос. Кто такие сарматы? Для меня сарматы имеют как бы два смысла. Первый – этнический, клановый, то есть кто их потомки, кто их предки, гены, ДНК. Это первый смысл, корневой. А второй смысл… Этничность, то есть вы имеете в виду как человеческую популяцию. Вот, допустим, я бы сказал родовую. Ну, родовую даже, да. То есть это люди непосредственно связаны друг с другом, у них одна ДНК или там… Не обязательно ДНК одного народа. Это древний народ. Ну, да? некое ограниченное количество, некое ограниченное, допустим, как говорится, некий ограниченный набор генов, который вот так вот развивается. Так, правильно я вас понимаю? Нет. А как? Сарматы для меня это древний народ. Древний народ. Ну. Они действительно были между собой родственники, допустим, как современные, не знаю, там русские, башкиры между собой родственники, да, неважно, они могут быть родственниками же не только по мужской линии, они могут там по аутосомам, по всем линиям могут быть родственники. Вот. Вот для меня в первую очередь сарматы это народ, который жил в древности, и который в настоящее время где-то существуют их потомки, это раз. Но у меня еще есть понятие культурное, что такое сарматы. Сарматы это, я бы даже так сказал, какое-то даже гражданское понятие, это синоним слова россияне. То есть на позднем этапе сарматы это те же самые россияне. А кто такие современные россияне? Это же не только, скажем так, там, не знаю, русские, да? Это же и башкиры, и чеченцы, и, допустим, мордва, это все россияне. То есть два смысла несет. Первый смысл родовой, второй. Послушайте, если брать второй смысл, то абсолютно люди, которые там, те славяне, которые говорят, мы потомки сарматов, они абсолютно правы. С точки зрения культуры. Вот, с точки зрения культуры. Вот, хорошо. То есть с точки зрения, поэтому разговора быть не может. А вот давайте мы сейчас поговорим о первом смысле, да, о генетическом, да, о генетическом. Дело вот в чем. Если мы возьмем любой народ, который существует на Земле, то мы увидим, что у него нет какого-то единого, как сказать, происхождения. Нет, не происхождения, а у них нет единого, как сказать, то есть нет некоего ограниченного набора гаплогрупп. Да, корни не допустим, ну вот какой-нибудь народ, он R1, R1A1, допустим. Нет, они есть, там есть и R1, и A, и B, и C, и G, и кого только нету, да? Так, вот. И это во всех народах. Так вот, почему вы считаете, что у сарматов, древних сарматов, был только один набор? R1, там, вот как вы там что говорите, я не помню. Вот. Почему вы не считаете, что у них тоже был набор такой, что там были и R, и R1A, и B, и C, и G, и чего только не было, и вполне там могли быть какие-нибудь, ну я не знаю, кроманьонцы там среди них могли быть, они тоже были сарматы, но от них просто эта ДНК не осталась, допустим. И кроме того, вы находите, там, вот в этих курганах находится там что-то. Каким образом мы можем сказать, что это действительно сарматы? Значит, потому что мне кажется, что, как сказать, нужен некий набор. Можно? Секунду, я закончу. Мне кажется, что нужен некий набор. И, значит, чтобы можно было бы говорить, да, вот эти народы, ну, в смысле, вот эти вот набор гаплогрупп и составлял сарматов. И нужно точно, так сказать, это выяснить. И только потом можно говорить, что, значит, от них были потомки. Только так. А сейчас вы говорите, что только один единственный набор гаплогрупп является потомками сарматов. Ну, вообще идеальный вопрос, я считаю, очень правильный.
И вообще это любимый вопрос моих оппонентов. Как так можно связывать одну гаплогруппу с одним народом? Тем более народом, то есть не с родом, а народ – это уже соединение нескольких родов. Во-первых, сразу подчеркну, в чем вы правы. Действительно, любой народ, как правило, в 99% случаев это союз нескольких родов, часто с собой неродственных. Исключения очень редкие, то есть там, не знаю, какие-нибудь папуасы, кабиры, они однородные. Нет. Не, я сейчас закончу. Да. А в целом большинство народов мира представляет собой несколько генетических линий. И самое главное, просто хочу сказать, на что я опираюсь, когда считаю, что именно надо соотноситься с этой гаплогруппой. Во-первых, я же сразу подчеркиваю, что есть сарматы исконные, те, которые существовали на Южном Урале, за рекой Дон, их помещали там историографы, и есть сарматы поздние, которые уже представляли из себя такое же явление, как россияне. Действительно, если вы начнете тестировать сарматов поздних, которые расширялись от Урала до Германии, Балтики, Кавказа. Я понял, можно я тогда следующий вопрос? Да? Хорошо, предположим, что так оно и было, да? Что действительно вот некий, там, не знаю, вышел в степь какой-нибудь дядечка, он, значит, размножился, и от него, значит, это пошло, допустим, там, как от Муэтена, да? Допустим. Каким образом, во-первых, происходила дальнейшая интеграция? Почему тогда потом, значит, в этот народ вошли и другие, как сказать, другие гаплогруппы? Очень просто. Каким образом? Очень просто. Дело в том, что любому народу надо существовать как-то с соседями. Есть два варианта. Воевать, либо заключать брачные отношения. Сарматы не всегда воевали со своими соседями. Иногда они предпочитали соединяться с какими-то другими племенами, обмениваться, значит, женами, там, и, соответственно, образовался уже новый какой-то племенной союз. Не случайно сами историографы древние, они подчеркивают это. Даже сами сарматы являются союзом скифских племен и народа Амазонки. То есть Амазонки не реки, которые находятся в Бразилии, а народ, Амазонки, которых описывал Геродот за Доном. И древние люди, они тоже были наблюдательны, они видели, что при смешении с разными племенами рождалось очень здоровое потомство, оно выживало и так далее, и так далее. Хорошо. Так, если вы считаете, что только сарматы были вот таким вот уникальным народом, почему все остальные народы не такие? Почему у всех остальных народов, значит, в самом начале они состоят из нескольких вот этих вот ДНК? Сарматы на позднем этапе тоже состоят из разных? Нет, я понимаю, я понимаю, почему остальные народы на раннем этапе представляют собой смешение. Почему только сарматы чистые, как бы? Не то, что чистые. Во-первых, я сразу хочу подчеркнуть, я говорю только о мужской линии сарматов. Мужской линии сарматов, Y-хромосоме. И там они однородны. Дело в том, что я могу объяснить, почему они однородные. Я сейчас опираюсь на данные палео-ДНК, во-первых. И всего, мы сейчас говорим, речь о 3 образцах. Согласитесь, это очень мало для такого огромного народа. Но это предсказуемые, на самом деле, результаты. Потому что я, как бы еще раз повторю, наука, она состоит из того, что ваши данные должны совпадать по разным научным дисциплинам. Не только вот должна совпадать археология, антропология, но и генетика, мифология, письменные источники. И так вот, сарматы как раз, они почему оказались предсказуемы? Они оказались, данные по ДНК показали, что, во-первых, они потомки скифов, то есть потомки срубно-алакульских племен, древних индоевропейских. Они родственные туранским народам. Все то же самое, что было описано в Авесте. Хорошо. И то, что говорили позднее ученые. Хорошо. Значит, я хочу вас спросить. Допустим, да, вот сарматы такие, вот они уникальные. Допустим, почему они из скифов стали сарматами? Какая им разница там, не знаю. Это все равно, что, допустим, сегодняшний какой-нибудь народ, там, не знаю, сегодня он мишарин, а завтра он
допустим, решил стать афроамериканцем. Вчера великорос стал русским. Да, вчера великорос, а Вообще, он станет еще кем-то. Да? Очень благодарен тебе за такие вопросы, потому что, хороший вопрос. значит, где, значит, и в чем, если сарматы являются чем-то уникальным, у них должно быть какое-то уникальное преимущество. Есть. Какое? Есть. Вообще, я хотел тебя поблагодарить за твои вопросы. У тебя очень хорошие контраргументы, поэтому с удовольствием отвечу. Сарматы, прям изначально, с начала своей истории, я об этом писал Геродот, являются потомками не только скифов, и почему они стали отличаться от них, но и народа амазонок. Кто такой народ амазонок? Опять-таки, сейчас не будем тему расширяться, огромная. У меня есть оппоненты, которые считают, что это какие-то, значит, кавказские племена, другие считают, что это племена Балтики, третьи считают, что это какие-то племена Анатолии, какие-то индоевропейские. А я считаю, на основе, исходя из моих исследований, мы сейчас уходить не будем в эту тему, это прототюрки, это народ прототюрков. Они жили на территории, начиная от Урала, заканчивая Алтаем. Их современные потомки, в основном это народ туркмены, часть алтайцев, значительная часть, немного чуваши, чуть-чуть якуты и так далее. Это вот народ прототюрков. У них был матриархат у этих племен. Называли они себя Гуза. И Гуза очень близко по семантике, кто знает тюркские языки, к такому термину, как кыз, девушка. Значит, и они по мужской линии представляли линию Q1А, Q гаплогруппа. Эта линия, на мой взгляд, вообще характерна прототюркам. И в настоящее время эта гаплогруппа вообще присутствует очень широко у индейцев Америки. Поэтому не случайно те исследователи, допустим, Абрах Каригулин, они искренне считали, исходя из своих исследований, что тюрки древние тюрки исконные, их языки имеют сильные аналогии с языками индейцев. И я сам занимался этой проблемой, и действительно я это подтверждаю. Причем не так огульно, что вот брать там разные тюркские языки, и разные индейские языки, а индейские языки очень большую палитру имеют. Не только по лексике, да, но и по строю, допустим, есть флективные языки. Ну, давайте... Не, подожди, я сейчас закончу на твой вопрос. Так вот, почему сарматы выделились? Да потому что они смешались с другим народом, скифы. И их язык уже поменялся. Сам Геродот и многие другие античные авторы говорили, что сарматы говорят на испорченном скифском языке. Испорченный — это значит уже измененный. Стоп, я сейчас закончу. Более того, те же самые античные авторы говорят женоуправляемые сарматы. Женоуправляемые, то есть там большую роль у сарматов играла женщина. Вот сейчас нет Артура Дельбаева, он мне очень хорошо подсказал на прошлой лекции. У сарматов не обязательно был матриархат, у них просто, я даже больше согласен сейчас с Артуром, у них было положение женщины такое же, как у мужчины, то есть мужчины и женщины обладали равными правами. И в этом плане сарматы, когда выходили на войну, у них воевали все и женщины, и мужчины. Я это понимаю, хорошо. Да. Но давайте будем реалистами. Да. Давайте мы, как сказать, посмотрим на ситуацию с точки зрения, как сказать, реальности. Ну, представим себе, значит, некую территорию, небольшую, да, допустим, вот одна гора, там, между ними там река, там поле, там и так далее. И вот там одна деревня, другая деревня. Почему вдруг они стали смешиваться? Почему вдруг скифы, значит, так сказать, стали вступать в, так сказать, интимные отношения с народом амазонок? Почему они стали ржать? Почему, значит, ну, допустим, у нас сегодня любой человек, значит, женится на ком-то, у нас есть смешанные браки, и их ребенок может стать либо тем, либо другим, да, допустим. Но, допустим, ну, как говорится, ну, вот, допустим, встретились там, я не знаю, какие народы взять, любые два народа, если мы возьмем, скажем, ну, немка и русский. Допустим, немка и русский, а их сын стал афроамериканцем. Ну, как бы так странно же представить себе, да? Вот что, именно, да. А в данном случае вроде так получилось, как бы народ амазонок, народ скифов, а их дети стали сарматами. В чем причина-то? Вот, скажите мне, каким образом это могло произойти? В чем причина? Почему у скифов
Да. Причем, как сказать, это же должно было быть какое-то обстоятельство непреодолимой силы. Это же не просто так. Неужели, вот, допустим, человек, у него родился сын, и он ему говорит, ну ладно, будешь сарматом, что, типа, понимаете? Так не бывает. Ты мой сын, ты должен, вот я твой, я скиф, твой дедушка был скиф, твой прадедушка был скиф, значит, прапрадедушка тоже был скиф, там, значит, ну как ты будешь сарматом? Ну с чего? Ну как? Красавчик. Так хорошо. Нет, но это реально, это же реально. Или вы считаете, что в древности это все можно было, вот каким образом это произошло? Во-первых, у нас есть две версии. Первую, которую описывает Геродот. Ну. Я сначала ее пишу. Геродот описывает так. Сарматы скифы, воевали очень долго с народом амазонок, и им эти девушки понравились. Это просто чисто романтическая версия Геродота. Настолько понравились, что вот эти скифские юноши, решили с ними породниться. То есть, как бы они ушли в поисках этих девушек на восток, и дальше Геродот пишет, так сложился народ сарматы. То есть, по Геродоту это потомки этих юношей скифских и вот этих девушек амазонок. Но Геродот, он пересказывает скифскую легенду, саму скифскую. Сами скифы так считали. И не случайно сами скифы сарматов называли царскими скифами. Это дословно, если переводить с ирано-турасских языков, так и выйдет сармат. Сар – это главный. Так, следующий момент. А почему они себя, имея наличие отца скифа и мать, амазонка? Да, назвали себя сарматом? Да потому что мать имела такие же права равные, как и отец скиф. И этот скиф, бедный муженек, он ничего не мог сделать. Но это как вот ты сейчас женишься на девушке, да? А у тебя девушка такая будет, которая вот, ты ничего не можешь с ней делать. У тебя два варианта. Либо убить ее, либо развестись, понимаешь? Нет варианта. Либо смириться, третий вариант. И вот этим скифским юношам приходилось выбирать. Теперь же получается что? Вот давайте эту картину представим, уже без Геродота. А вторая версия, вы говорите, вот она идет вторая версия. Я же говорю, уже без Геродота, то есть уже идут мои реконструкции. Давайте представляем с учетом мнения Геродота. Вот воюет скифский юноша с каким-то племенем, да? Вот он видит там девушки, да? Вот они с ним воюют, и они ему понравились, да? Достойный отпор, чем-то приглянулись. Вот он идет в это племя, значит, попадает, возможно, к ним в плен, или как-то договариваются они. И, допустим, он решил взять ее в жены. А вот она ему не подчиняется. Но не подчиняется она ему. У него вариантов очень мало. То есть развестись, убить или смириться. Допустим, он так ее сильно любит, вот он на ней женится. Во-первых, они разноязыкие. Он говорит на индоиранских, туранских языках, а она, представительница племени Амазона, говорит на тюркском языке, прототюркском. Рождаются их дети. Я сейчас свою версию излагаю. Рождаются их дети. На каком языке они говорят? Они говорят на смешанном языке. Какая-то часть лексики у них отцовская, какая-то часть лексики у них материнская. Если там была безотцовщина, то они вообще переходят на материнскую лексику. Да? То есть, грубо говоря, пришел скиф, переспал с этой амазонкой, да? Но потом думал, я еще жить хочу, от нее подальше уходит. У этой девушки рождаются дети, соответственно, она уже воспитывает их на своем языке. Я замечаю, это прекрасное. А название почему сарматы? Да потому что название предшествует тому племени, которое жило. Я прекрасно, я все прекрасно понял, все замечательно, все хорошо. Но поскольку я человек деревенский, то я знаю, что ни один парень из соседнего села не мог спокойно пройти по деревне, чтобы его не побили, тем более он не мог прийти в клуб, и тем более он не мог прийти, и заняться изготовлением сарматов, да? Вот я пришел в соседнюю деревню и начал изготавливать сармата с местной девушкой. Это просто невозможно. И для того, чтобы появилось, если появится, чтобы выделились сарматы, значит, этих юношей должно было быть достаточное количество. А их было достаточное количество. Так вот, нет, я вот и хочу сказать, откуда взялось эти достаточное количество, если представим себе, что
один Один ушел, один- один скиф ушел, остальные же, естественно, они бы узнали об этом, и они бы предприняли меры, чтобы остальные юноши не ушли. Вот. Слушай, Такого не может быть, потому что у этих самых амазонок должны были быть свои юноши, у них должны быть свои девушки. А ты сейчас ключевой вопрос задал. Ну, Очень хороший, кстати. вот, да, пожалуйста. Вот. Я Дело все в время том, задаю хорошо вопрос. да, дело в том, что у скифов вариантов было очень мало. А именно, чтобы породниться, как ты говоришь, с девушками из другой деревни, им нужно было предложить в жены своих сестер, либо дочерей. Ну. Во-первых, не забывайте, что в те времена было многоженство, в том числе. То есть там это не воспринималось так вот, значит, вот он взял в жены одну девушку, все. ЗАГСов не было, ничего не было. Ну, понятно, я понимаю. И поэтому часто, допустим, скифы, я, во-первых, сразу хочу оговориться, по Геродоту туда к амазонкам ушла группа скифов. Не один скиф юноша, а несколько скифов ушло. Ну, как они ушли? Вот, слушай, просто они решили породниться. Ну, Но они, послушай, чтобы породниться, ну я же не отвечаю на него, чтобы породниться с девушками из соседней деревни, из чужого народа, у них был выбор какой? Они предлагали им жены своих дочерей и сестер, а те, соответственно, своих. Но поскольку у амазонков, народа амазонок был высокий статус мужчин, женщин именно, не женщин, то там очень решающую роль решала сама амазонка. То есть, если она согласна была вот за этого скифского юношу пойти замуж, то она согласна была. Если нет, то нет. Ну, посмотрите. И подожди, самое главное, начальник, Да. самое главное. Да. Дело в том, что у нас же есть данные палео-ДНК. Дело в том, что скифские культуры, так называемые, или древние индоевропейские культуры, можно их называть арийские, когда они двигались с запада на восток в эпоху бронзы, они шли не на пустые места, не на пустые земли. Там же жили какие-то народы. И мы видим это смешение. Допустим, Карасукская археологическая культура, у нас была на лекции посвящена, это как раз смешение двух линий, вот этих самых прототюркских Уадина, как ты говоришь, ребята из соседней деревни, и линии индоевропейских Уадина. И женских линий очень много там. И тех, и европейских, и азиатских, и так далее. То есть тогда было все легко и все просто. Но если мы посмотрим, значит, всю историю человечества, то получается, что сарматы — это уникальный народ. Только они были созданы путем, значит, того, что юноши пошли и женились, и стали делать сармат. Вот. Так вот, если мы возьмем, значит, обычаи людей, то мы увидим, что на самом деле существует в истории уникальный, в смысле, единственный вариант, а именно умыкание женщин. Везде все народы сложились, ну, допустим, римляне, да, значит, кроме того, допустим, как это называется, в Средней Азии, на Кавказе, везде существует обычай умыкания девушки. И даже у нас, вот поэтому Мустай Карим написал пьесу «Похищение девушки», да, там, так сказать, обычай. И нигде нету обычая, когда, значит, группа юношей, допустим, ну не знаю, вот учатся юноши, допустим, в 20-й гимназии, они решают, мы, значит, и идут в соседней деревне, женятся дружно на девушках, ну, так сказать, из другого народа. Нет, и делают им сарматы. Нет нигде такого в истории. Почему же сарматы такие уникальные? Почему? Я извиняюсь, я просто тут тоже немножко вклинюсь. Просто в Таиланде есть как бы некое исключение. Вот они, тайцы, почему хотят, чтобы у них были девочки? Потому что у них такое обычай, что если рождается мальчик, он должен большой колым заплатить за женщину и уйти в другую семью. Если рождается девушка, то, соответственно, другой мужчина на этой девочке женится и платят много денег отцу девочки. Вот. Так колым это приданные. Приданные, да, ну я так назвал. Так вот, вполне возможно, что эти сарматы есть таиландцы, что потомки настоящие потомки сарматов — это таиландцы, они никакие там прототюрки, там славяне, иранцы, туранцы и прочее. Нет, я в качестве просто... Не, он привел пример. Я понял тебя, смотри.
Почему от них ничего не осталось? Вообще ничего. От сарматов? Почему Ну, в не смысле, осталось? от скифов и от сарматов. Ну, вот. Осталось, они просто сейчас называются другими названиями, Нет. вошли в разные народы. Нет, я понимаю, но вошли в разные народы, это все равно, что, допустим, акции Башнефти, да? Когда-то они принадлежали нам, а теперь, значит, они вошли в разные народы, в разные карманы, но мы можем их считать. Вот это, значит, наши потомки. Но мы от этого ничего не получаем, на самом деле. Так суть вопроса-то в чем? Суть вопроса заключается в том, почему сарматы такой уникальный народ, что они образовались странным образом, во-первых, во-вторых, от них не осталось никакой вот такой культурной традиции, хотя от других народов культурная традиция осталась. Пожалуйста, отвечаю. Дело в том, что на твой вопрос ответил еще Геродот. У скифов была война с амазонкой. И она была не результативная. То есть у них, по сути, был какой выбор? Либо постоянно воевать, либо как попытаться договориться с этим народом. Они выбрали второй вариант. Сам Геродот включает романтический сюжет. То есть, по его версии, эти девушки понравились скифам. Как там на самом деле было, мы не знаем, по крайней мере, он пересказывает скифскую легенду. То есть, в те времена, когда Геродот приезжал в Ольбию, спрашивал, кто такие сарматы, сидели скифские аксакалы и говорили: а ты знаешь, вот сарматы это вот наши потомки, когда-то вот наши юноши пошли туда, с ними породнились и так далее. И причем эта традиция, что сарматы, родственники скифов, она же присутствует во всех древних письменных источниках, не только античных, а самих индоиранских, Авесты и так далее. То есть у них просто не было варианта, это по Геродоту. Либо ты воюй бесконечно, воюй, теряя своих юношей, там, женщин и так далее. Теперь же насчет умыкания невест. А почему они не пошли по варианту умыкания невест? Такой вариант был, но при одном условии, что они воровали не девушку, а девочку, которая еще не могла дать отпор, и чуть ли не там, не знаю, ей 5 лет было, ее там воровали, и, значит, секунду, воровали, был такой обычай у скифов, они воровали тоже женщин у разных племен, но с амазонками этот номер не проходил. Не проходил, потому что они давали жесткий отпор, амазонки. Но вариант, когда они, допустим, втихаря, как охотники, приходили, так, женщин взрослых нет, опа, девчонку. Понимаешь, воровали и отдавали их за своих сыновей. То есть воровали не для рабства, а для того, чтобы отдать сыну. Вот у меня самого предки так поступали. У меня предки, я как с Учалинского района, род Телео называется. И когда... дело в том, что почему мои предки составляли шежиры, я думаю, что не только по той причине, что именно в нашем роду это было принято. Но я вообще считаю, у всех башкирских родов это было принято, но я не берусь за всех говорить. Но суть в чем? Там записывалось много поколений, то есть мы потомки того-то, Сурабатыра, Сураман и прочее. Для чего? Для того, чтобы не смешиваться с родственниками. И вот когда в 18 веке у моих предков кончились невестки, то есть все родственницы какими-то далекими оказывались, они делали рейды казахам, то есть ездили в казахские села, и вот моя далекая прапрабабушка, допустим, это вот я считаю древний обычай, он так шел был на вести. Она была казашка, потому что когда мои предки приехали в казахское село, увидели маленькую девушку и убежали. Потом втихаря, аккуратненько добрались до Урала, за ними там погоню казахи устроили. То же самое делали казахи, то есть они приезжали, точно так же воровали маленьких детей, и не обязательно для рабства, а именно вот как для брака. И потом уже, когда вот эта девочка выросла маленькая, ее выдали замуж за моего прапрадеда, приехали к казахам, уже она казахам, у которых украли эту девочку, и те уже ничего делать не могут, она уже законная жена этого башкира, да, моего прапрадеда, и все, они признали этот брак. Ну, то есть, а казахи тоже своих девушек не отдавали. То есть, это тот самый вариант, такие варианты тоже были. В данном случае речь идет о том, что похищали девушек, а не о том, чтобы юноши организованной группой, значит, по 4 человека в ряд пошли в соседнее село и стали делать сарматов. Нет, они делали, я сразу оговорился, что сарматов они не делали, так как ты это понимаешь, они браки заключали. Хорошо. Ну хорошо, браки. Но дело в том, что ты только что говорил о том, что вот сарматы, допустим, как сказать,
жили там, и скифы жили, где только они не жили, почему же они, если им попались такие злые тетки, почему они просто не откочевали? Не откочевали чуть-чуть дальше. За 50 километров, за 100 километров. Ну и все, между ними пустыня, и, пожалуйста, не надо с ними воевать. Геродот считает, что там сыграла роль любовь, если мы верим Геродоту. Подожди, я не ответил. Это по Геродоту, то есть романтика. То есть им понравились эти девчонки, грубо говоря. Вот. Это по Геродоту. Давай, допустим, легенду, допустим, вариант, что, допустим, Геродоту лапшу на уши навешали скифские скалы, и на самом деле, но смотри, почему они не откочевали? Во-первых, скифы, как и многие профессиональные древние специальности, которые были у них, это охотники. Это охотники. Охотники – это очень наблюдательные люди. И у всех народов мира были свои охотники. И они наблюдали такие вещи, что когда ты женишься на родной сестре, на далекой родственнице, дети либо болеют, либо, значит, не жизнеспособное потомство. И они знали об этом. Почему они составляли генеалогию? То они знали, что желательно взять все-таки не родственницу в жены. И поэтому... То есть они, во-первых, проиграли. Почему проиграли? Они воевали, но не могли их выиграть. Вот, то есть война, значит, идет, и лучше мы поженимся, да? То есть... Ну, по Геродоту это была нерезультативная война, и предпочли они, как сказать, остаться в хороших отношениях. Ну, как сказать, давай резюмируем, да, что перед нами уникальный случай, который больше не... Был в истории какой? В разных народах. У папуасов такие же были, когда женщины давали отпор каким-то мужчинам. Нет, я имею в виду не это. А какой? Что в результате, как сказать, что организованная группа юношей ушла, значит, в другой народ и вышла и женила. Такого не было, потому что, как сказать, вот только у таиландцев, да, мы видим, что мужчина уходит один, но он один, юноша один уходит, они группами, да. Это первое. Второе, мы знаем похищение девушек, но не знаем похищение парней, да? То есть, поэтому похищение парней. Мы не видим, мы не знаем похищение юношей. Похищение парней, кстати, тоже было. Где? У амазонок тех же самых. Они могли воровать скифских юношей, все что угодно могло быть. Причем у них есть такой эпос, и он даже в башкирских есть в фольклоре, в сказаниях, когда, допустим, девушка воровала мальчика, маленького, вот этот мальчик вырастал, потом она на нем женилась, и были дети. То есть вариант Аллы Пугачевой. Да, есть такой в башкирских сказаниях, есть и в древнем эпосе есть то же самое. То есть это было на самом деле, ну я тебе говорю, то есть не всегда столько скифы воровали, и в том числе братья амазонок, у них же были братья, они тоже воровали, девчонок там у скифов. То есть это вот так вот. Ну, я хочу сказать вот что, на самом деле, да, что не существует в истории прецедента, чтобы два народа в результате породили третий. Нет такого прецедента больше. Скажем так, официально не существует. Возможно, было, но, может быть, не все знаем. Тут просто историю зафиксировал Геродот. Я понимаю. Но возможно, было. Если это, допустим, как сказать, если это правда, то должно было бы... То есть, если это то, что характерно для людей, люди все время это повторяют. В данном случае у нас уникальный случай. Извиняюсь, а вот советский народ, много разных народов породило советский народ. Советского народа нет и не было, и не могло быть. Правильно, потому что это гражданское понятие. Да, это гражданское. Да. Вот это первое, да. И я хочу сказать, что эта история, и кроме того, допустим, я не понимаю споров о том, кто является потомком сарматов, а кто не является потомком сарматов, да, потому что на самом деле, во-первых, непонятно, во-первых, то, что я говорил, да, что в любом народе было несколько разных видов этих галповых групп, в данном случае мы сводим это все к одному, единственному роду. Вот. Пока по данным полю ДНК, исходя из трех образцов. Исходя из трех образцов, это первое, да. Второе, если ты, допустим, хочешь жить как сармат,
то кто тебе мешает жить как сарматом? Неважно, какая у тебя, допустим, ДНК. Действуй как сармат, и ты будешь сарматом. Так ведь? Да. Вот. Это второе. Ну, мне кажется, это бессмысленный спорт тогда в результате. Вот. И третье, о чем я хочу сказать, о том, что... Я тебе объясню, почему этот спор не бессмысленный. Но Сейчас, я ну да, закончу. вот сейчас, да. Да, вот, ну вот ты расскажешь мне, да. Мгм. Вот. И еще одно, что я хотел сказать, это вот вообще об этих спорах. Да. Мне кажется, что очень интересно было бы понять, каким образом возникали народы и почему они исчезали. Почему исчезли скифы, почему исчезли амазонки, почему исчезли там, ну кто там, шумеры, хазары и прочее, да? Буртасы там и прочее, да, там, и так далее, и так далее. И вот, допустим, да, чуть, да. Ну, помню, там интервью с чуть. Путиным, да? Что там случилось с чудью? Ассимилировались. Они утонули. Так вот, поэтому я хочу сказать, что мне кажется, что существуют более важные задачи, чем просто вот говорить, вот мы потомки тех, потомки этих и так далее. Да? И что касается вот, действительно вот эти прототюрки там и прочее, а может быть они не прототюрки, вот, мне кажется, что это вот не дает, как сказать, не дает ясного и четкого понимания, да, что если мы кого-то называем прототюрком, то, допустим, ну какой в этом смысл, да? То есть, можно ответить? да, конечно, пожалуйста. Во-первых, ты задаешь классический вопрос, зачем нужна история? На самом деле у тебя вопрос крутится вокруг этого. То есть, я сейчас объясню. Ты когда говоришь, а зачем это, ну, были твои предки сарматы, ну и что? Вот ты по сути это сейчас говоришь. Теперь же объясняя на уровне, допустим, башкир, да? Кстати, я сразу маленькую оговорку сделаю. Вот у нас у башкир есть клан Юрматы, и существовали исследования, и в том числе основанные не только на научных данных, но и на эпосе, сказках этого клана, где юрматы считаются потомками сарматов. Так вот, эта версия подтвердилась данными палео-ДНК. То есть, действительно, так и есть. У юрматов тоже есть линия R1A, Z93, Z2723 и так далее. Но суть не в этом. Сейчас я перейду к более важному вопросу. То есть, а какая разница считать себя сарматом? Я тебе на своем примере расскажу. То есть, вот будет у меня потомок жить в 30 веке. 30, сейчас 21 век, вот в 30 веке. Да? И будут идти спор, а кто является потомками исконных башкир, да? Вот исконных. Я исконный башкир, да, потому что есть башкиры, которые там становятся ими, там, не знаю, по хотению, он может быть русским человеком, но он себя башкиры называет. Ну, я знаю таких вот пару русских ребят, они себя башкирами считают, хотя не русские, славяне, там, и так далее. И вот в 30 веке возникнет такой жесткий спор, а кто вот исконный башкир-то? Вот кто вот эти башкиры, которые вот жили на Урале, про них что-то там писали, кто-то у них там Слават Юлаев был какой-то, а где они вообще? И вот тогда вот потомок мой далекий, для него будет очень актуально доказать, что я его предок. Что я не предок там Васи Пупкина, там еще кого-то, понимаешь? Хотя, может, мой потомок будет так и звать себя, Вася Пупкин, я не знаю. Я суть к чему говорю. Точно так же я сейчас пытаюсь реконструировать историю, а кто является потомками тех или иных древних народов. Допустим, ты потомок муйтенов, да? Он потомок, он тест не сдавал, поэтому тяжело сказать, кто он. Казах. Это не казах. Но судя по генеалогии письменной, он мой родственник далекий, но я не знаю, может быть там врут. Но суть не в этом. А ты как бы потомок муйтенов. Но неужели тебе хочется верить в какие-то сказки? Неужели ты не хочешь опираться на какие-то факты, чтобы тебе не просто говорили, что ты чей-то потомок. Есть, как я опираюсь на то, что ты потомок муйтенов, да? У тебя гаплогруппа совпадает, значит, с народами, связанными по происхождению с муйтенами, понимаешь? Я не против этого, на самом деле, да, я не против этого, мне это тоже очень интересно и так далее. Но я хочу сказать, что, значит, мы должны высказывать вот эти наши предположения, вот, исходя из фактов. Исходя из фактов. Факты да, есть. Да, факты есть. Но вот если есть факты, то пожалуйста. Если же факты нет, фактов нет, и разные люди, ну, как бы, почему мы сидим и разговариваем? Потому что какие-то люди не согласны с твоими утверждениями. Да? Фактов нет.
Я и Поэтому мне кажется, что, как сказать, я думаю, что жизнь будет развиваться, и люди будут вот эти гаплогруппы собирать, палеогаплогруппы, да, и они будут, допустим, развиваться. И вот тогда, чем больше будет фактических данных, тем больше можно будет уже с большим основанием говорить, да. А сейчас, мне кажется, есть смысл как-то зафиксировать разные позиции и просто идти дальше. Абсолютно прав. Абсолютно прав. Я просто еще хотел подчеркнуть на основе аллегории. То есть представь, допустим, чтобы ты понял, почему я эту тему вообще затеял. Представь, допустим, что были бы какие-то карты, где муйтены бы где-нибудь, слово муйтен было бы написано, допустим, на территории Германии, к примеру. Вот написано муйтен. Теперь сейчас смотри, у тебя два варианта. Значит, немцы какие-то определенные говорят, а мы потомки муйтенов. А почему? А вот видишь, на карте написано муйтен. Пожалуйста. Дальше слушай. Теперь же, это первый уровень доказательства. Второй уровень доказательства. Есть могила древних муйтенов. Да. Ты берешь там ДНК, и вдруг выясняется, что вот эта ДНК древних муйтенов совпадает с тобой. Так кто потомок будет? Те, которые написаны на карте, или тот, который генетически совпадает? На самом деле, мне кажется, что речь идет вот о чем. Дело в том, что вот эти все данные, как сказать, мы должны иметь в виду. Мы должны это понимать, мы должны понимать, что, допустим, процесс разворачивается не просто, он разворачивается не только во времени, но и в пространстве. Поэтому, значит, мы должны, мне кажется, понимая это, выдвигать следующие теории, пока мы не найдем какую-то непротиворечивую, а жестко фиксировать позиции. К сожалению, и к тому же, к счастью, данный полен ДНК — это жесткая фиксация. Здесь нет выбора. Здесь нет выбора. Это я понимаю. Но... Это знаешь, как у меня человек сдавал тест, он думал, что он потомок Чингисхана. Но нету там выбора, понимаешь? И когда выяснилось, что он не потомок Чингисхана, ну хочет он того, не хочет, но он не потомок Чингисхана. Я понимаю, да. Есть жесткая фиксация. Она не зависит от нашего желания. Во-первых, мы не знаем, какое ДНК было у Чингисхана. Ну его точно было не Чингисхан. На самом деле знаем, какая гаплогруппа у Чингисхана. Есть захоронение Хубилая и Хулагу в Иране и в Китае. Но дело в том, что это вопрос очень сильно политизирован. Ну вот и все, поэтому нужно... Дело не в этом, но в любом случае есть вещи, когда человек думает одно, а в реальности оказывается другое. И как раз я понимаю, но... геномика, она оперирует жесткими фактами. Я понимаю, да, но она все равно оперирует не культурой скорее, а скорее фактологией, да, то есть материальной стороной, да. Вот. Точно так же мы, допустим, можем сказать, что вот у нас есть там какие-нибудь собачки, они скрещиваются между собой и дают какую-то вот это. Но они, как сказать, там известно, что все нынешние существующие собаки произошли только от одного маленького какого-то вида, но их просто вот как бы искусственно выводили и так далее. Поэтому мне кажется, что, как сказать, если мы будем упираться только в материальную сторону дела, да, мы тут далеко не продвинемся. Поэтому мне кажется, наоборот, далеко продвинемся. Да, пожалуйста. У меня вот какой-то спич такой небольшой будет, пожалуйста, не перебивайте. Да, вот смотрите, если мы возьмем каких-то homo sapiens, да, то в принципе вот этому homo sapiens, индивиду, человеку, можно приписать несколько вещей. Например, ДНК, язык, самоидентификация, религия, культура. И мы в принципе понимаем, что человек может быть одной религии, допустим, да, другой самоидентификации, совершенно другой язык, там какая-то культура своя и какой-то ДНК. Да? То есть это может быть, допустим, с Африки черный человек, который живет в России, который считает себя русским, например, да, говорит по-русски. Например, давайте так, говорит по-русски, но при этом, значит, принял, допустим, ислам, да? И, соответственно, какую-то там еще культуру принял. То есть получается, что если потом его в будущем, значит, ну как бы он там умрет, и его ДНК раскопать, мы увидим, что у него конкретно африканская ДНК. И мы будем говорить, что вот, соответственно, ну, здесь были, соответственно, африканцы, там, да. 300 тысяч лет и так далее. Тюрко-африканцы. Хотя при этом он сам себя идентифицировал как русский, да, например, там, ассимилировался, да, но по религии там был мусульманин, хотя тоже у русских это не основная религия, да, как бы там. Ну, язык, скорее всего, если он русским себя ассоциировал, будет русским и так далее. И культура, соответственно, такая, которая здесь сейчас существует. То есть, поэтому вопрос такой, вот сарматы, когда мы говорим, да, то есть мы некое обобщение делаем.
И ДНК с этой точки зрения, по-моему, очень хорошая вещь, потому что это однозначно показывает. То есть вот мы не можем говорить про язык однозначно, про культуру, про самоидентификацию. Да? Вот эти люди, они, допустим, жили, но они себя могли не считать сарматами. Мы же не можем сказать, что все они там бегали, говорили, вот мы сарматы, били себя в грудь и так далее. Да? То есть, тем более говорили, что там вначале преобладали, допустим, сарматские племена, потом там язык поменялся. Вполне могли какие-то вот эти сарматские племена бегать, каких-то там людей, женщин красивых из других племен захватить. Соответственно, их стало очень много. Язык передался детям, значит, женщины, которые там были красивые, там блондиночки, еще какие-то, значит, им тоже понравился образ жизни соответствующий, да, то есть им вместо того, чтобы сидеть на одном месте, там, да, им больше нравится кочевать, там, еще что-то, да. И, соответственно, все это как-то у них так продолжалось, увеличивалось и так далее, да, то есть это вполне могло быть, и мы не можем сказать, что все они себя считали сарматами. То есть получается, что мы объединяем их в понятие сарматы, это вот как с понятием любовь. Да? Любовь, то есть как бы вот, с точки зрения романтики, игры воображения, там вот она существует там, и так далее, но точное определение дать, научное определение, что это такое, как бы, ну, достаточно сложно. То есть мы можем с точки зрения межполовых отношений говорить, что там брачная стратегия самцов, самок, туда-сюда, да, и так далее. А с точки зрения, как бы, то есть это, как бы сказать, это нечто, существующее в субъективном мире. Это не объективная вещь, которую можно взять, потрогать. Взять, потрогать можно ДНК. Да. То есть ДНК можно потрогать, национальность потрогать нельзя. Абсолютно прав. И, просто полностью. Да, то есть вот это я хотел сказать. И язык нельзя потрогать. И язык тоже нельзя потрогать. То есть мы однозначно... Язык можно потрогать, потому что на кончике языка, вот любое слово возьми, оно вот как бы на кончике языка. Нет, он имеет в виду, по языку нельзя определить этничность. Ну это да. Нельзя, да. То есть этничность, вот давайте так, мы просто можем сказать, что этничность, как человек сам себя определяет. Да, он может себя считать папуасом вообще, при этом быть русским. Ну да, вот, допустим, Невзоров себя определяет как индеец, там где-то он там шутит, хотя сам русский, понятное дело, он там иногда определяется как индеец, да, то есть, ну, так ради прикола. И вот, то есть, я к чему это говорю? Однозначно можно говорить, что вот есть какой-то ДНК, и вот мы считаем, что люди с таким-то ДНК, скорее всего, это сарматы. Вот мы их просто так решили назвать. Правильно же? Я правильно понимаю? Смотри, есть прохоровская археологическая культура. Мои оппоненты скажут, а с чего вы решили, что это сарматы? Вот мои оппоненты могут сказать. Ну да, вот я скажу. А с чего вы решили, что это сарматы? Они же могут так сказать. Есть, поэтому ученые они всегда дают два названия. То есть прохоровская археологическая культура, второе название ее сарматская. Мы сейчас говорим конкретно про прохоровцев. Их ДНК совпадает с линиями Z93, Z21-23. А почему их ученые назвали сарматами? Они же не могут их просто так взять, вот откопали курган. Ты знаешь, вот это сарматы. Они их назвали по комплексу признаков. Я их в самом начале говорил. Много вооружения, высокий культ женщины, захоронение с конем и так далее, так далее. Куча признаков. Плюс они опирались, ученые, на письменные источники, потому что античный автор помещает сарматов где? За Доном, на Волге, на Урале. Соответственно, там и должна быть сарматская культура. Я думаю, что, как сказать, самое, значит, я хочу сказать, что все мы высказали свои точки зрения, мне кажется, и я думаю, что на этом надо завершать, сказать, давайте скажем людям, которые хотели быть сарматами, но в данные по ДНК их не пришли. Я хочу сказать так, не расстраивайтесь вы так сильно, если на Урале не нашли ваши линии генетические. Если вы действительно согласны там, с Геродотом, с Авестой, то есть не только с точной наукой, как генетика, и признаете действительно, что исконные сарматы вышли с Урала, потому что вы можете считать иначе, там, не знаю, с Кавказа они вышли, с Балтики и так далее. И если вы видите, что на данный момент нет таких данных по ДНК, сильно не расстраивайтесь. Возможно, действительно, как сказал Айдар, по 3 человекам судить об огромном народе не стоит. Возможно, найдут ваши линии, и тогда будет на вашей улице праздник. Но пока исходим из того, что есть. Всем желаю удачи, здоровья и счастья. Извиняюсь, спасибо, очень интересная была беседа. Я все-таки один вопрос задам, Булат, вам. То есть я просто хочу, человек, который дилетант в этом вопросе, хочу понять, то есть получается, что есть много людей, которые хотят быть потомками сарматов? Да. А в чем интерес? Быть сарматом не запретишь. Можно я тоже скажу маленькую такую свою? Дело в том, что
как сказать, вот В это чем вот... престижность? Быть сарматом? Нет. Я просто хочу сказать, что существует точка зрения, да, которая, особенно, мне она нравится, особенно среди ученых, которые, значит, это своего рода такой ученый тоталитаризм, да, то есть человек начинает, значит, мне кажется, что процесс познания, он не стоит на месте, он не жестко зафиксирован, да. Вот, ребята, вот это все, больше ничего не будет. На самом деле все движется, и все изменяется, и наука тоже живой организм, да, она тоже развивается и во времени, и в пространстве. И поэтому, как сказать, мне очень нравится фраза, я читал ее у Александра Дюма, когда один человек учил молодого человека владеть шпагой. Он ему говорил, что шпага, она как птица, если ты ее сильно сожмешь, ты ее задушишь. А если ты будешь ее держать слабо, то птица улетит. Поэтому вот если считать, что процесс познания он такой же, он похож тоже на птицу, ну давайте и пережимать не будем, и не дожимать не будем. Поэтому я думаю, что, как сказать, впереди еще много всего интересного. Да, вот. да. Но, несмотря на то, что очень много интересного, и это не останавливается, есть какие-то вещи неизбежные. Вот. Все равно вы не правы. Да, Нет, я прав, дело но вы не в этом. не Просто, и так далее. как ты сам это подчеркнул, любой факт должен подтверждаться разными данными. Я согласен, поэтому давайте будем искать, делать, обсуждать и прочее. Но, как сказать, если мы, допустим, как сказать, все, я прав навсегда, ну, мне кажется, это не работает. Нет. Дело не в том, что прав, не прав. Я же сразу оговорился, что я излагаю свою версию, я очень уважаю оппонентов, я с удовольствием всегда их жду на своих... Я вас очень уважаю, но от вашей позиции не оставлю камня на камне. Понятно. Это правильно. Давайте на этом. В общем, спасибо. Оппоненты остались оппонентами. В результате этой беседы. Беседа была очень интересная. Спасибо большое за представленную информацию Булата Муратова. Напоминаю, что это этногеномист, руководитель Scientific Fund National Clans. Соответственно, и оппонентом ему был Айдар Хусаинов, известный поэт и краевед. Спасибо большое. А про себя не сказал. Ну и вел эту беседу как бы за камерой Шамиль Мангильдин, собственно. Оператор. Оператор. Да, пусть будет оператор. Хорошо. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.